Меня зовут Маргарита Попова, я автор проекта Кындыкан и потомок Кындыкан. И со мной наша команда, это творческое объединение Кындыкан, Сергей Шарин и Дмитрий Голубов. Да? Кындыкан – это масштабный социальный проект, направленный на продвижение и популяризацию символа коренных малочисленных народов Севера и Арктики – Кындыкан. Вместе с историей девочки, которая выжила во время эпидемии оспы и 200 лет назад была найдена якутскими охотниками вблизи Верхоянских гор, проект рассказывает о жизни на Севере и людях, которые развиваются, живут в ногу со временем, храня при этом традиции и культуру своих предков. Таких как Игорь Андросов, ученики 8 класса со Склавской школы, серьезно увлеченного видеомонтажом, фотографированием и программированием. Программирование или фотографирование, видеозапись. Я пришел, смотря на каких-то блогеров в YouTube. Мне понравилось, как они там делают свои видео, как люди им восхищаются, и мне захотелось так же. Я начал пробовать, мне начало нравиться все это. Сначала мне понравилось просто монтировать видео, брал какие-то там видео готовые уже и монтировал, экспериментировал с ними в телефоне и потом перешел на компьютер. После этого же мне понравилось записывать видео, так как для монтирования нужны какие-то исходники. А после этого я начал увлекаться фотографией, так как они красивые, мне нравились. До этого мне нравилось программирование, потому что в нем я мог сделать то, чего не мог в реальной жизни. Там я мог создать своего персонажа, чтобы вы с этим персонажем управляли, создать свой сюжет, и мне это нравилось. Когда я впервые выложил, например, видео, фото, мне это очень понравилось, потому что мне ставили лайки, людям нравилось, и мне нравилось. Просто чистое удовольствие, можно сказать. Люди на Севере – настоящие самородки, наделенные природными талантами, выточенными суровыми условиями родного края. Ведь жизнь здесь, несмотря на красивую природу и свежий воздух, достаточно тяжела. Дома интернет вообще медленно есть, не мой, но друг разрешил подключиться. Иногда им пользуюсь, чтобы скачать фото с интернета или просто посидеть в WhatsApp. Я доставал интернет у мамы на работе, у друзей на работе, можно сказать, у сестры на работе, редко там. Интернет еще могли достать мои друзья, я мог их попросить, и они скачивали мне нужный файл для меня. Еще могу рассказать то, что в нашей школе был интернет, 3 штуки вроде, или 2. А наши где-то, не буду говорить, кто именно, но они взламывали пароли, некоторым передавали в своем кругу. Я мог просто на уроке запустить интернет, чтобы он начал закачку какую-то. В итоге нас спалили, там наругали очень сильно, но не узнали, кто именно все это делает. Но, невзирая на преграды, люди здесь продолжают верить в мечты и добиваться поставленных целей уже с малых лет. В детстве я мечтал стать человеком, который знает все. Стать ученым, который знает все, может ответить на любой вопрос без промаха, быть таким крутым человеком. Но когда я начал взрослеть, я понял, что это невозможно в принципе. Ведь чтобы знать все, нужно всю жизнь на это отдать, каждую секунду жизни отдавать на все это. Я так не смогу. Я мечтал о том, чтобы меня признали, я стал известным, и я сидел просто возле компьютера и создавал произведения, просто творчество, которое мне нравится. Заодно, чтобы я мог получать за это много денег и обеспечивать свою семью. Этот край привлекателен и для тех, кто даже представить не мог, насколько север далеко. Шанчалая Хертек приехала в Соскалах из Тувы и преподает сейчас детишкам уроки биологии. Это место ей правда полюбилось. Мое первое впечатление сюда, как прилетела, это полярные ночи. Полярные ночи, первый день, я помню, как в своем лаборатории сидела и спала первый день.
Вот так я адаптацию прошла. Сейчас уже наблюдаю вот за полярными днями, и мне очень интересно. Тут народ очень приветливый, и учителя, мои коллеги здесь, в Саскаласской школе, тоже приняли меня приветливо и обустроили очень хорошо, к чему я очень благодарна. Шанчилай Владимировна за все время работы заметила много общего между культурами наших народов. У нас родным языком тоже, да, ну, у нас единственный тувинский язык есть. Он тоже, можно сказать, что исчезает, да, но в последнее время вообще начали глубоко изучать, чтобы дети знали, да, этот наш родной язык. Но у нас есть, преподается также тувинская литература, тувинский язык в школах. И это у нас сейчас тема тоже актуальна, как у вас. И почему это Кандакан, мне очень интересно стало. Вот зашла, у нас есть такая девочка, которая тоже вот в 2018-2019 году зовут ее Саглана. Она тоже очень известная, да. Это реальная история произошла вот недавно только. Ей сколько там сейчас, в 4 классе она учится. И она, в чем схожесть? Эта девочка жила тоже как оленеводы, да, но чабанская стоянка, у нас называется чабанская стоянка, которая занимается животноводством. И эта девочка жила со своей бабушкой и дедушкой, и с бабушкой осталась, и эта девочка и на завтра проснулась, бабушка уже умерла. Сердечный приступ случилось. И у них чабанская стоянка находилась от 20 или от 15 километров от другого чабанского. И ей было 4 или то ли 5 лет, дошла до этого места и сообщила, что у нее бабушка умерла. Вот сейчас вот в чем схожесть, в чем понравилась ваша история? Вот у вас же тоже девочка, о девочке говорится, а у нас также вот маленькая девочка Саглана Тувинка, да? Мы правда переживаем период народного самоосознания и погружаемся все глубже в наши традиции, дабы сохранить их и передать потомкам. О том, как в настоящее время привлекает молодежь к сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера, рассказала нам Мария Попова, председатель Ассоциации народов Анабарского улуса. Как вы знаете, венкийский язык очень трудный язык. Он относится к монголо-маньчжурскому диалекту. И, как говорится, язык сломаешь. Он похож по произношению на китайский язык. Ага. И выговаривается очень тяжело, учится тяжело. Тут только оптимизм нужен. Кто желает изучить свой родной язык. Сейчас в школах проходят разные занятия это по возобновлению национальной культуры венков и долган малочисленных народов Анабарского улуса. И от школьной парты уже дети уже знают, что такое, какой это узор, какой орнамент какого народа, да. Знают, это венкийский, это долганский. Вот, например, у вас долганский, да. А на мне вот сейчас венкийский. Это, кстати, костюм южных венков. Угу. Я вот с журнала взяла и попросила мастерам сшить для меня. Вот это как раз символ эвенков. Это ноготь лапа Гагары. Ну, дети сейчас стараются изучить свой родной язык. Родители не понимают. Потом сейчас только начали понимать, это, оказывается, надо. Потому что мы же малочисленная народность. Наконец-то дошло до наших венков, что правда надо. Надо знать свою культуру. Хотя бы поздороваться, хотя бы свой род надо знать. А знают ли сейчас люди свой род? Потерян ли эвенкийский язык на бытовом уровне? Да, потеряно. Ага. Очень давно потеряно. Давно. Даже наши предки же не знали. Моя мать просто так, обычные такие разговорные знала только. Я, значит, начала изучать венкийский язык. Я же самоучка. С 90-го года учу. Тогда по радио вещали венкийский язык. И тоже учили. И вот оттуда я начала учиться.
И кое-как сейчас уже понимаю, по-венкийски могу так разговаривать немножко. Мгм. Вот, и поскольку язык тяжелый, трудно выговариваемый, не стараются в основном. Сейчас даже вот якутские дети же все по-русски говорят. Мультики все по-русски, везде по-русски. Даже вот якутский язык уже забывается же. Это да, это проблема. Хорошо, что сейчас вот проводятся эти диктанты национальные. Вот тоже хорошо помогает людям. Кому интересно, подходят диктанты писать. Сейчас вот реестр же открылся, российский, куда вот, всех малочисленных народов включают, да? Регистрируют. Вот наконец-то народ понял, что они малочисленный народ. Вот так люди на Крайнем Севере живут, любят, творят, добиваются своих целей и чтят культуру предков. Ведь в самом деле нет будущего у народа, который не знает своей истории. Спасибо за просмотр видеоролика. Если он вам понравился, подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и делитесь этим видео с друзьями.